Здравствуйте, друзья! Всем привет! Ровно 115 лет назад, 15 ноября, Кинг Жилет, известный американец, запатентовал такие бритву со сменными лезвиями. Миллионы или даже миллиарды мужчин благодарны ему за это, ведь наша жизнь существенно упростилась. Но, тем не менее, сегодняшний день примечателен не только этой годовщиной. Конечно, ведь в эфире шоу «Подъем» тоже весьма важное и замечательное событие. Ну, давайте же тогда начинать. Настя, ты доверяешь людям, которые являются экспертами в каких-либо сферах? Ну, если человек на самом деле является профессионалом, а не треплом, скажем буквально, тогда да, доверяю. Лучший способ узнать это — посмотреть на его работу своими глазами. О, в этом плане я всегда доверяю экспертам из нашей программы. И прямо сейчас мы убедимся в их профессионализме. Арсений Седовский нам расскажет кое-что интересное о кинематографе. Изначально у второго Терминатора была другая, однозначная светлая концовка, которая не позволила бы продолжить историю, так как пускай и не слишком логично, но она все же ее завершала. Однако, по одной из версий, продюсеры потребовали изменить ее на ту самую неопределенную, чтобы оставить возможность для съемок всевозможных продолжений. Что, кстати, очень похоже на правду. Всем привет, с вами Седовский, это шоу «Подъем», и сегодня мы с вами поговорим об очередном уже шестом фильме о Терминаторе. Терминатор «Темные судьбы». И, к сожалению, этот подзаголовок наглядно показывает, что происходит с данной франшизой. Третий фильм. Попытка продолжить историю банальным повторением второй части. Куча глупого юмора, банальных ошибок, не самых удачных сценарных решений, но с довольно неплохой атмосферной концовкой. Четвертый фильм. Попытка показать ту самую войну будущего, которую нам мельком показывали в предыдущих фильмах. Отличные актеры, отличный сеттинг, атмосфера и саундтрек. Но большие проблемы со сценарием, плюс не самые удачные кассовые сборы. Все это не позволило продолжить развивать данный мир. Пятый фильм. Лучше вообще не вспоминать. Создатели снова пытались создать новую трилогию, но у них получилось какое-то непонятное месиво. Отвратительные актеры, кроме Арнольда, само собой. Дегенеративный сюжет с целым вагоном сюжетных дыр, нестыковок, нелогичностей и откровенным паразитированием на предыдущих частях. Смотреть можно только по приколу, с настроением поугарать, а-ля «Лол, глянь, какой бред они сделали». И вот в режиссерское кресло сел Тим Миллер, человек, который поставил успешного Дэдпула. Сам Джеймс Кэмерон участвует в написании сценария и продюсирует данное действие. Казалось бы, вот оно то самое продолжение. Фильм является не просто очередным продолжением, а продолжением именно той самой второй части. Он не просто игнорирует, а отменяет все, что выходило после Судного дня, и теперь считается официальной третьей частью Терминатора. Хорошим ли получился этот фильм? На мой взгляд, нет. Его огромная проблема в том, что он обесценивает первые две части. Если вы любите первые два, а особенно второй фильм, то начало «Темных судеб» может вас очень и очень сильно задеть. Плюс это еще и усугубляется тем, что весь остальной сюжет — это просто очередное повторение Судного дня с вкраплением элементов самой первой части. Да, нововведения есть. Например, персонаж Грейс, которую присылают из будущего защищать важного человека, это не просто солдат, а киборг. Это действительно что-то новое. Да и новый злой Терминатор тоже очень даже интересен. Только вот проблема в том, что к персонажам совершенно не проникаешься, за героев не сопереживаешь, а нового Терминатора вообще не боишься, хотя по идее должен. Единственное, кто хоть как-то тащит этот фильм, это Линда Хэмилтон, вернувшаяся к роли Сары Коннор, и Шварценеггер, которого тут в фильме минут на 20, кстати. Хорошо удались только визуальные эффекты и некоторые экшн-сцены. Если вы не фанатеете от Терминатора и вам нужен просто развлекательный боевичок на 2 часа, то этот фильм вполне можно посмотреть. Но если вы фанат Терминатора и искренне любите первые два фильма, то смотреть эту часть я вам не рекомендую. Лучше пересмотрите классическую дилогию, она до сих пор смотрится отлично. Ну а на этом на сегодня все. Спасибо за внимание, смотрите только хорошие фильмы, пока! Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И прямо сейчас мы готовы представить вам нашу гостью. Это игрок волейбольной команды «Минчанка» Виктория Секретова.
Что дети делают лучше, чем взрослые? Бегают. О чем спорят пассажиры автобуса? О молчании. Почему в квартире исчезли тараканы? Кошка съела. Почему вымерли динозавры? Погода плохая. Волейболистка Виктория Секретова на протяжении долгого времени выступала в пляжном волейболе и добилась там больших успехов. Однако с этого сезона девушка влилась в состав команды «Минчанка» и совершенно в нем не затерялась. Спортсменка готова наилучшим образом проявить себя в новых условиях, в том числе в грядущем матче с командой «Енисей». Привет, очень рада тебя видеть. Привет. Привет. До того, как попасть в состав Минчанки, ты долгое время занималась пляжным волейболом. Играла в пляжный волейбол. Какие существенные отличия между этими видами спорта? Ну, наверное, самое существенное отличие — это то, что в команде у меня было в пляжном волейболе 2 человека. Сейчас у меня в команде, по крайней мере, на площадке 6 человек. На площадке только? Да, только на площадке, плюс еще у нас есть замена, игроки замены, и поэтому в сумме может больше 12 человек быть. И как тебе, не тесновато? Нет, сейчас уже достаточно комфортно, привыкла к этим Я условиям. думал, ты скажешь, главное отличие — это песочек под ногами, что хочется чувствовать песочек. Ну, это тоже, но как-то привыкаешь. Когда одеваешь кроссовки, становишься на паркет, все равно уже привыкаешь к этим условиям. Слушай, спорт — это постоянная конкуренция, да? Ты борешься сама с собой, ты борешься с соперником. И как ты выживаешь в таком постоянном стрессе? На самом деле это достаточно интересно. Каждый день вот переживать этот стресс, адреналин. Это не дает заскучать. Поэтому мне это очень нравится, и приходится и где-то преодолевать себя, выходить из зоны комфорта. Ну, это классно. Вика, Минчанка выступает в открытом чемпионате России. Много времени приходится проводить в дороге? Да, достаточно много мы времени проводим в дороге. Каждые выходные у нас турниры, игры, разъезды. Это отнимает, на самом деле, очень много сил, но это того стоит. А есть в твоем характере какие-то черты, которые ты из спорта в реальную жизнь перенесла? Ну, это, наверное, вот уверенность, раскрепощенность, общительность. Раньше с этим было сложнее, но когда вот ты все время в спорте, в профессиональном спорте, ты становишься открытий, и как-то вот легче жить даже становится. Играете в волейбол? А есть игры с какие-то открытыми. отрицательные черты характера, которые ты из спорта тоже перенесла? Возможно, это где-то вспыльчивость и такое раздраженность такая. Ну, такого ничего. То есть во время игры позволяешь себе драки? Драки нет, но бывает выплеснуть эмоции. Это даже, наверное, не такие вот прям негативные эмоции, а вот просто я иду, вот выплескиваю это через себя, через свой взгляд, через свой вот крик где-то. Ну, вот такое, конечно, бывает в играх. Вика, где легче выступать тебе? На домашней площадке или на выездах? На домашней площадке при своих зрителях это очень классно, особенно когда большая, хорошая поддержка. Ты видишь даже знакомые лица на своих трибунах. Это очень помогает. Но на выезде есть такие залы, где очень много болельщиков, очень много эмоциональных болельщиков. Все равно ты стараешься где-то не обращать на это внимания, а где-то, наоборот, себя этим поддержать, привнести это все в свою сторону. А могут опуститься руки, если ты слышишь, как громко поддерживает фан-зона? Фан-зона в спорте бывает? Да пускай. Пускай бывает. И фан-зона поддерживает команду соперников. Вот если честно, вот у меня тут наоборот. Подстегивает больше. Да, Я вот сейчас это покажу. подстегивает. Очень неприятно слышать, когда что-то не получается на домашней трибуне, ну, на домашнем игре, когда свои болельщики какие-то негативные комментарии говорят. Вот это расстраивает даже больше, чем поддержка команды соперников. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях игрок волейбольной команды «Минчанка» Виктория Секретова. Вика, расскажи, что для тебя команда? Команда — это единое целое, это девчонки, которые могут поддержать, которые могут придать уверенности, которые всегда вместе помогают друг другу. А не случается, что это какое-то соперничество даже внутри команды? Наверное, случается. Я так думаю, все равно есть же и те, кто играет на площадке, есть те, кто смотрит в какой-то определенный промежуток игры это со стороны. Поэтому, наверное, да, тут есть конкуренция. Каждый стремится выйти на площадку, показать все свои возможности. Хорошо, но вот за пределами игры вы дружите? Или вы как Д'Артаньян и мушкетеры между книгами не общаетесь? Нет, конечно, мы все дружим, мы все общаемся, тем То более... есть вы можете созвониться, куда-то вместе сходить вне игр? Да, конечно.
много времени и так вместе проводим. У нас эти выезды, тренировки. Особенно вот когда в Минске, наверное, и времени толком у нас не бывает, чтобы куда-то сходить. Но я думаю, у нас все впереди. Но смотри, твое тело — это твой рабочий инструмент. Ты его бережешь, либо ты можешь спуститься в какие-нибудь экстремальные виды спорта, спуститься со сноубордом, отправиться в какое-то путешествие экстремальное. Либо ты понимаешь, что это то, чем ты зарабатываешь на жизнь. Конечно, я понимаю, что это то, что мне нужно в моей работе, в моей жизни. Но, наверное, иногда могу себе позволить как-то отвлечься такими экстремальными видами спорта, но сейчас уже, наверное, побоюсь, не смогу пойти на такое. Завтра, 16 ноября, вы играете с командой «Енисей». Расскажи, это сложный соперник? Я даже пока, если честно, не знаю, что это за соперник. Я вот в классическом волейболе первый год, и какой там подбор игроков еще тоже не успела посмотреть. То есть вас не готовят к тому, что эта команда очень сложная, будет очень тяжело на площадке, готовьтесь, а здесь можете играть в полноги. Не, у нас такого нет. У нас обязательно нужно выходить на каждую игру, обязательно настраиваться и готовиться показать все свои силы, все свои возможности. Нельзя никогда, ни в коем случае расслабляться. В полной уверенности, то, что соперник очень достойный, надо выходить и показывать свою игру, обязательно бороться. Ну что ж, давай пригласим болельщиков на ваш следующий матч. Приглашаем всех болельщиков обязательно приходить на нашу игру 16 числа в 15:00 в спортивном комплексе «Уручье». Мы играем с «Енисеем». Приходите, Да. болейте за наших, и обязательно Приходите, будет болейте. победа. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл, и сегодня у нас в гостях игрок волейбольной команды «Минчанка» Виктория Секретова. Итак, Вика, мы каждому человеку, который приходит к нам в студию, предлагаем какие-то интерактивы, и тебе сейчас тоже нужно будет с нами поиграть. Хорошо. Отказ не принимается. Не принимается. Тебе, кстати, сейчас нужно будет стать немножечко на другую сторону, на сторону болельщиков, потому что, как известно, болельщики чем отличаются? Своей изобретательностью в кричалках. Есть Да. какие-то культовые кричалки, которые всегда тебя сопровождают? Для команды Наверное, нет. «Минчанка». Всегда придумывают, кричат, конечно, болельщики «Минчанка», вперед, это обязательно. Итак, смотри, на столе лежат два вида карточек. На карточку, которая находится ближе к тебе, есть какое-то начало кричалки. Тебе нужно достать, почитать ее. После этого я накину тебе какое-нибудь слово, которое тебе нужно будет вставить в продолжение кричалки, то есть додумать ее. Смысл понятен? Примерно. Ну, тогда давай пробовать. Итак, наша первая кричалка. Что там у тебя написано? Пусть судья сегодня глуп, победит любимый клуб. И дальше тебе нужно додумать финал кричалки с фразой «гречневая каша». Итак, Пусть судья сегодня глуп, победит любимый клуб. Гречневая каша. победит команда наша, вам поможет гречневая каша. Настя разбирается в кричалках. Наша каша, рифмую как могу просто. Так, хорошо, пример ты поняла, давай пробовать дальше. Хорошо. Итак, поехали, следующая карточка от тебя. Стадион сегодня полный, вместе ждем победы. Слово «квадрокоптер». Да, надо, чтобы атмосферу стадиона создать. Давай. Стадион сегодня полный, вместе ждем победы. Квадрокоптер. Квадрокоптер снимет все ваши лучшие моменты. Вау! Очень круто, Потом поехали посмотрите дальше. на DVD. Итак, какая фраза у нас? Сегодня энергетиков мы выпили немало. Слово «зарплата». Сегодня энергетиков мы выпили немало, и вся зарплата куда-то улетала. Все нормально, отлично. Хорошо. Мало мотивирующее получается у нас кричалка, но ничего страшного. Итак, Чья команда лучше всех? Кто же лучший в спорте? и слово «тортик» нужно добавить. Чья команда лучше всех? Кто же лучший в спорте? Это тот, кто скушал огромный клубничный тортик. О, захотелось клубничного тортика. Хорошо, засчитано. Поехали дальше. Мы фанаты волейбола, есть у нас кричалка. Дальше слово «минчанка». Мы фанаты волейбола, есть у нас кричалка. Наша любимая команда «Минчанка». Минчанка. 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 Любимая команда Минчанка. Все, давай еще раз эту кричалку, но произнесем как кричалку. Готово? Давай, 3-4.
Мы фанаты волейбола. Есть у нас кричалка. Наша лучшая команда Минчанка, Минчанка, Минчанка. Все, задание выполнено, молодец. Может, тоже так. Ну что, Вик, у нас для тебя есть еще несколько вопросов. Вик, интересуешься какими-то видами спорта как болельщик? Нет, я вот только в своем спорте. Я, конечно, слежу за теннисом, за баскетболом, за футболом, но прям как болельщик преданный, наверное, нет. А есть какое-то хобби, что-то вне волейбола? Вне волейбола я люблю заниматься фотографией. Ну, конечно, там читать книги. Раньше вот очень мне нравилось кататься на сноуборде, но потом, когда уже пора было перейти вот профессионально заняться волейболом и понять, что это действительно вот мое, то пришлось это на время оставить. Вик, что бы ты посоветовала юным спортсменам, которые только начинают свой путь в волейболе? Наверное, для начала всегда слушать тренера. Он как специалист всегда подскажет правильно и технику поставит, и где-то настроит на игры. Ну и, конечно, стремиться к вершинам, ведь все всегда в руках человека. Отличная мотивация. Ну что ж, Вика, насколько мы знаем, ты пришла с подарками для наших телезрителей. Что же это будет? Это будет 2 пригласительных билета на нашу завтрашнюю игру Минчанка-Енисей и майка болельщика. Отлично, спасибо тебе большое. Уважаемые телезрители, как получить эти замечательные подарки, которые приготовила для вас Виктория? Нужно подписаться на Инстаграм Минчанки. Подписаться, не какой-то там Минчанки, а именно волейбольной команды Минчанка. Подписаться на Инстаграм нашего шоу и под нашей совместной фотографией оставить комментарий. Один человек может оставить только один комментарий, и мы случайным образом выберем победителя и передадим вот это все ему. Вам удачи, участвуйте, побеждайте, ходите на волейбол. Ну что ж, спасибо большое, что посетила нашу программу, и удачи тебе на завтрашней игре. Спасибо Порадите большое. всех. Мы Спасибо верим в за вас. вашу победу. Здесь так написано, и мы верим. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Настя, я снова впечатлен твоим имиджем. Ты как будто после эфира выпорхнешь куда-то на тусовку? Честно говоря, я никуда не собираюсь после работы, но комплименты мне в последнее время говорят часто. А все потому, что я одеваюсь в шоуруме дизайнерской одежды Erin Fashion By. В этой одежде, кстати, можно и на работу сходить, и потом хорошенечко вечер провести. Кстати, насчет хорошенечко вечер провести и выйти в свет. Я рад представить нашего следующего гостя. Это актер театра имени Максима Горького Павел Евтушенко. Самый известный волшебный сказочный предмет. Палочка. Что обсуждают на встрече выпускников? Толстую подругу. Чего чаще всего боятся люди? Любить. Почему он не звонит? Кто? Сцена Национального академического драматического театра имени Максима Горького стала практически вторым домом для актера Павла Евтушенко, который сегодня пришел в студию шоу «Подъем». Более 2 десятков ролей в текущем репертуаре, театральная премия «Хрустальный цветок» — вот лишь некоторые впечатляющие достижения нашего гостя. Привет, привет. Привет. Привет, рада Привет. тебя видеть. Расскажи нам, пожалуйста, как началась твоя театральная карьера? Наверное, как у всех, в детстве устраивал концерты возле подъезда. Возле подъезда? Да. Все же возле подъезда в детстве устраивают концерты. И шел как? продюсер и такой, Причем- что это за самородок, да? Причем нет, продюсера не было. Брал с детей конфеты за то, что делал представление, разыгрывал всякие с ними сценки. Ничего себе. Да. И Интерактивный плюс- спектакль был у тебя возле Да, подъезда. что-то вроде этого. Я выходил в подъезде на лестничную клетку, говорю, так, вот давай ты, давайте, значит, ты будешь там то-то, ты там то-то, ты там то-то. И все, и мы разыгрывали какое-то представление. Мне за это дети давали конфеты. Вот, и, естественно, потом мы вместе с ними это все съедали. Дальше я придумал всякие игры. Потом немножко завернул в другую сторону, поступил в музыкальное училище. По первому образованию я дирижер оркестра. И потом поступил в Академию искусств. Вот, собственно... Покажи дирижирование на 4/4. Проверка пройдена. Едем дальше. Вот, потом поступил в Академию искусств. Когда я был на 2-м курсе, меня приметил главный режиссер театра имени Горького. Ты все еще выступал в подъездах? Нет. Я уже выступал, скажем так, на площадках чуть-чуть побольше, чем подъезды, но примерно то же самое. Вот, и все, и с этого момента я выхожу, слава богу, на сцену
своего театра, в котором я сейчас работаю по сей день. Ты задействован в 22 спектаклях сразу в театре. 23. В 23 спектаклях сразу в театре имени Ну, не Горького. сразу, они каждый день идут. Как То есть это не возможно? вместе сразу, не все. Ну, То есть ты не то чтобы перебегаешь со сцены на сцену, ничего Нет, такого? нет, нет. Иногда бывает, что у нас спектакль идет на малой сцене, а какой-то прогон другого спектакля идет на большой сцене. И бывают случаи, когда я там отыграю сцену, бегу на прогон туда и потом возвращаюсь. Ну, нормально. А как вообще можно держать в голове 23 роли? И как это возможно физически? Ну, я готов. переключаться, как это все, как Готовлюсь Билли к Миллиган. этому. То есть у меня есть какие-то спектакли, на которые нужно больше подготовки. Там, допустим, где-то мне нужно делать растяжку, разминку, где-то мне нужно звучать, скажем так, ну, делать какие-то профессиональные, скажем так, тренинги, навыки. Готовлюсь, есть спектакли, перед которыми я не сплю ночами, потому что волнуюсь, переживаю, вспоминаю, потому что, знаете, очень многие говорят, вот тебе тяжело быть актером, потому что тебе нужно изучать там очень много текста. На самом деле текст — это не самое главное. Есть такое понятие, как мизансцены, попадание в свет и тому подобное. Ну, это часть профессии, это сложно, но это очень круто и интересно. А это вообще нормально играть в 23 спектаклях? Это практика постоянная? Потому что мне кажется, что у человека в репертуаре там 3 спектакля, 5. Вы знаете, 23? слава богу, мне повезло. То, что... Извините за нескромность, то, что на данный момент я востребован, и это очень круто, потому что есть моменты, когда спектакли списывают, они стареют так же, как и люди, на них перестают ходить и тому подобное. И, соответственно, каждый год спектакли уменьшаются. И, соответственно, если люди были 5 лет заняты в 10 спектаклях, то спустя 5 лет они будут заняты в 5 спектаклях. Вот. И очень хорошо, когда идет обновление, ну, потому что обновление — это жизнь. У тебя так много ролей сейчас, на данный момент в репертуаре, а планируются какие-то новые проекты? Вот буквально 13 ноября состоялась премьера спектакля. Следующая премьера, потому что премьера — это 10 показов спектаклей, будет 23 ноября. Так что всех приглашаю. Вот, состоится 23 числа премьера спектакля «Дачники» по Горькому. Вот, на мой взгляд, это очень круто, потому что, наконец-то, театр имени Горького вернулся к Горькову, чье имя он носит, собственно говоря. Это классика, но не бойтесь классики, эта классика не скучная, это интересная. Вот, и, на мой взгляд, там очень много интересных моментов, ради которых стоит прийти и посмотреть этот спектакль. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях актер Павел Евтушенко. Эй! И зрители сейчас аплодируют перед экраном. О, я его знаю, я видел его 21 образ. Я на него подписан в Инстаграме. И тем более. Кстати, Павел, расскажи нам, пожалуйста, где ты вот эти самые аплодисменты слышишь чаще всего? Какая роль стала для тебя более знаковой? Хороший вопрос. В принципе, для меня все роли знаковые, и неважно, играю я главную роль или массовочную роль. Вот. Но знаковой, наверное, стала роль в спектакле «Вива Комедия». Это очень древний жанр, это эксклюзивный спектакль у нас в Беларуси. Это комедия дель арте, и поставил ее настоящий итальянский режиссер, и написал настоящий итальянский драматург под нас, актеров, будучи у нас в Минске, в нашем театре, и видя наши импровизации. Вот, наверное, вот эта роль стала для меня знаковой, после которой мне стали писать в Инстаграме там всякие приятные вещи. Инстаграм и, в принципе, жизнь в социальных сетях много времени у тебя занимает? Это важная часть твоей жизни? Раньше было важнее. Я поставил себе задачу, чтобы у меня было 10 тысяч подписчиков. Вот. Я ее выполнил, и для меня Накрутил? Честно. Нет, Не нет, так выполнил, нет, да? Нет, Всё. нет. А Молодец. смысл накручивать Правильно. подписчиков, чтобы это были мертвые лайки? Это же все видно. Мне нужны живые лайки, чтобы люди комментировали мои фотографии, там... И ходили на твои спектакли. Ходили на мои спектакли, спрашивали, когда там я играю, когда там что. Поэтому для меня живая аудитория — это важно. И, кстати, о твоих интересах. Насколько мы знаем, у тебя есть кумир из детства. Это Наталья Орейро. Боже, да. Боже мой. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Тебе удалось с ней пообщаться? Да. Ну-ка, расскажи нам все.
В какой раз? Было Ты с ней много. общался много раз? Да, это очень интересная история. Есть время, я могу рассказать? Да. Очень У нас быстро. того времени... Конечно. Я просто очень много об этом рассказывал, поэтому у меня есть уже опорные слова, на Ага. которые нужно По опираться. конспекту давайте. Первый раз это было в Москве в 2014 году. Вот, я поехал на этот концерт, причем это было очень смешно, то, что я купил билет на концерт, мне друзья подарили конверт. Вот, и написано «Вскрыть в Москве». Я открываю этот конверт в Москве, уже приехавший, и там написано «На исполнение мечты». И в этом конверте лежат деньги. И тут я узнаю то, что был большой ажиотаж в этот день на концерт, и она устроила дополнительный концерт. И есть приятный бонус, то, что на этом концерте она будет разыгрывать 5 мест в зрительном зале, назвав которые люди, сидящие на этих местах, очень сложно сказал, они смогут с ней встретиться. У меня стоячие места, я фан-зона. Естественно, я не попадаю. Она назвала эти места, закончился концерт, все ломанулись в холл, потому что она встречалась в холле. Вот, и тут говорят, что так как очень много людей, из-за соображений безопасности будут приглашать к ней в гримерку. Вот, счастливчики, 5 человек выстроились отдельно, мы все, простые смертные, выстроились отдельно. И тут я слышу разговор. Девушка такая: ой, я ее не фанатка, не поклонница, мне просто повезло. Я к ней подхожу, говорю: девушка, вы знаете, я приехал из Минска, вот, я мечтал об этом 10 лет. Что нужно сделать для того, чтобы вы мне подарили А еще билет? актер слезу пустил. Так это надо. Почти. Хотя играть ничего не надо было, потому что все эмоции были и так на лице. Она говорит, что как бы я не фанатка, я все понимаю. Давайте я вам подарю просто этот билетик, и вы с ним придете. Окей, хорошо. Ты еще такой, у меня как раз день рождения. Она такая: все, бонусом все сложил. Заходит один человек, второй человек. Вы знаете, ни за что не передать те эмоции, когда за дверью ты слышишь голос, который ты слышал 10 лет в кино, в звукозаписывающих устройствах. Вот. Тут охранник выносит девушку, которая упала в обморок, когда ее увидела. Вхожу я. 10 лет я мечтал об этом, 10 лет я готовил речь на испанском языке, думаю, сейчас я ее встречу, я все скажу. В итоге заходишь такой: ола! Да, тут открывается дверь, я захожу, она сидит с переводчиком на кресле и такая: привет, как дела? На русском языке. Я такой: привет. Она такая: хочешь поцелуй? Я говорю: да. Она подбегает, меня целует. Автограф? Я говорю: да. Ну, собственно, на этом все. Наша встреча закончилась. Вот. Вторая встреча была в Минске. Тут нам повезло больше, потому что я уже, будучи в Минске, мы ее встретили возле отеля. Был мороз, мы 4 часа мерзли на улице. Вот, наконец-то она приехала, вышла, сказала: ребята, через переводчика, понятно, на испанском, сказала: ребята, я не могу с вами поговорить сейчас, у меня ребенок на руках, у нее реально был ребенок на руках. Она говорит: давайте я вас приглашу к себе в номер завтра после концерта. И, в общем, она пригласила всех после концерта. До этого меня на концерте она вытащила на сцену, мы там с ней станцевали, сделали селфи. Вот, я еще не успел доехать на такси в отель, мне уже друзья присылали видео, типа: ты мы не видя Наталью, уже увидели тебя в интернете. Вот, ну и все, и мы общались 2,5 часа. Вот тогда уже я смог ей сказать, что, в принципе, благодаря ей я выбрал профессию актера, что она является моим путеводителем, моим мотиватором всегда, потому что в детстве и в юности, да, я всегда говорил, что почему, если она может, я не могу, почему, если она учит столько текста, я не могу. Ну и таким образом она помогала мне развиваться. Ну и, собственно, вот. Ну и сейчас вот в Минске, когда она была, мы тоже с ней встретились. Она уже узнает тебя? Это была очень короткая встреча, и она мне сказала, что я видела тебя, ты сидел во 2-м ряду, и я тебя узнала. Это было очень приятно. Это очень мило. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И у нас в студии актер Павел Евтушенко. Здравствуйте. Павел, для всех гостей мы готовим какие-то интерактивы, и тебе сегодня тоже от нас достанется. Хорошо. Слушай, уже реквизит лежит на столе, ты можешь предположить, что тебе придется делать. Здесь орехи. Грызть орехи зубами. Ну, грызть орехи зубами странно, ты актер, и знаешь, есть такая история о том, что актеры должны положить какой-то неудобный привет себе в рот и пытаться выговаривать какие-то слова. Есть такая прелесть. практика? Есть, но не с грецкими.
А с какими орехами? Но мы не шарим, поэтому грецкие. Чуть-чуть поменьше. Ну, давайте с Тебе грецкими. достанутся грецкие орехи. Значит, Прекрасно. расхватывай их. Все? Ну, сколько поместится? Я же не знаю способности твоего артикуляционного аппарата. Так, хорошо. Смотри, какая у тебя есть задача. Здесь лежат карточки, на карточках написаны какие-то выражения, всем известные из кинолент. Ага. Ты должен произнести их так, чтобы мы поняли, о чем ты говоришь. Легко. Сейчас А не интересно. слишком ли легко? Не хочешь еще один орешек взять? куда? У меня уже не влезет. Под язык? Ну, хорошо, На давай. язык? Просто сейчас, Нормально? когда вот Попробуй не было поговорить. среднего ореха, было ощущение, те, кто только что включился, думали, а что это за человек? Его пригласили, потому что у него странная форма лица, он поэтому с нами. Так, ну что, твои карточки, поехали. Итак, У них же пушки, а в них же пули. нам нужно угадывать, ты зря сидишь, просто улыбаешься. У них есть пушки. У них есть пушки, а у нас есть пули? Да. О, откуда эта цитата? Говоришь? Можно, да. Карты, деньги, два Карты, деньги, два ствола! Есть. О, топовый фильм, обожаю. Что-то не угадала цитату только. Выбираем карточку, У нас есть поехали. пушки, у них есть деньги. Гони рубль, родственник. Меня Афоня рубль должен. Гони рубль, родственник, мне Афоня рубль должен. Что это за фильм такой? Афоня? Афоня? да, Легко и все просто. понятно. Так, хорошо. А я почему-то ничего не могу понять, это странно. Так, следующая карточка. Ну-ка. Я собираюсь сделать ему предложение. Женя, от которого он не сможет отказаться! Отказаться. Крестный отец. Фух, я что-то поняла. Ну, Так, хорошо. ты не перебивай в следующий раз. Хорошо, ну я обрадовалась. Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать. Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать. Ага. Я слишком часто слышала эту фразу, поэтому я ее сразу узнала. Но я не знаю, что это за фильм. Подскажу. Одуванчик? Вы А давай, мы дуем. Мы дуем? продули. унесенные ветром. Унесенные ветром. «Унесённые ветром». Точно. Так. Поехали дальше. Ой. Валикжан, я тебе один умный вещь скажу. Насколько ты не обижайся, ты и она не две пары сапоги. Я тебе одну умную вещь скажу, Ага. ты и она, не одна-две пары Да. сапоги. Я все равно не понимаю, что это за фильм. Я тоже. Ну, мы поняли цитата фразу. известна. Сиса, Маргарита. Чьи там Чита Маргарита. Маргарита, о, Мимино. Мимино. Да, хорошо, поехали дальше. Так. Это мы должны были угадать. А. Мимино. Моя мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе понравится. Это А Фаина моя- Раневская. Нет, это Она Форест сейчас она Гамп. ответит Да, сейчас. О, обожаю Фореста Гампа. Я тоже. Жизнь как коробка шоколадных О, конфет, никогда не прекрасно. узнаешь. Так, давай. Люк, я твой отец. Звездные Люк, войны. я твой Да, отец. конечно. Тут это моя тема. Оу. И еще парочка. На небе столько и разговоров, что о море и о закате. На небе только и разговоров, что о море и о закате, Да. и это... Достучаться до небес. небес. Да, правильно. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Я мзду не беру, мне за державу обидно. И Да. это фильм? Иван Васильевич меняет профессию? Нет. Не. Фильм? Что? Это фильм... Мзду не беру, мне за державу обидно. Ага. Ну, фразу-то мы поняли. Фильм может быть, да. Помните, там была мизансцена такая? У чувака голова торчала. Голова торчала у чувака, да, помню И такую всего сцену. это. Что Шурик? Это Шурик был? Нет. Помните? А, закопали. Закопали, А, да. «Белое солнце пустыни». Да. Е. Все, ты справился с интерактивом на Всё. ура, а мы О, справились всё. так себе, я тебе скажу. Великолепно, да. Это Отправляю тебе. орехи обратно. Спасибо. Что за свидание, да? Хорошо. Да. Мы в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях актер Павел Евтушенко. Здравствуйте. Павел, у нас для тебя еще есть ряд вопросов, но отвечать на них нужно будет максимально быстро. Готов? Да. Тогда поехали. Главный совет начинающему актеру. Не бойся. Как ты поднимаешь себе настроение, когда тебе грустно? Слушаю хорошую музыку. С какими людьми ты стараешься не иметь дела? С теми, кто жалуется на жизнь.
Какой фильм ты пересматривал чаще всего? «Чарли и шоколадная фабрика». Кому нельзя ходить в театр? Тем, кто ест в театре. Какую книгу ты бы хотел воплотить на сцене? Что-нибудь из Нила Геймана. Анджелина Джоли или Скарлетт Йоханссон? Анджелина Джоли. Смотришь ли ты сериалы? Сейчас нет. Какие смотрел? Аргентинские. А потом последний... Боже, какой же я смотрел? Я не вспомню. Ну и ладно. Ну и ладно. Тогда скажи нам, что в Минске нужно в первую очередь показать иностранному туристу? Национальную библиотеку. Серьезно? Нет. Торговый центр. Дежурный ответ был, да. Все, спасибо большое, Паш, за ответы. Приятно было Пожалуйста. пообщаться. Насколько мы знаем, ты пришел с подарком для наших телезрителей. Что же это будет? Это будет пригласительный билет на 2 человека на мой спектакль «На выбор, друзья». Любой спектакль. Да. Ну что, очень круто. Уважаемые телезрители, как получить билет на спектакль, где одну из ролей будет играть Павел Евтушенко? Нужно подписаться на Инстаграм Павла, подписаться на Инстаграм нашего шоу и под нашей совместной фотографией оставить комментарий. Один человек может оставить только один комментарий, и мы случайным образом выберем победителя. Спасибо тебе большое, что сегодня посетил вам нас. И спасибо. успешных тебе выступлений и интересных ролей. Спасибо. В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Наша программа близится к завершению, но мы с тобой сейчас еще немножко отдохнем. От чего это мы будем с тобой отдыхать во время работы? Все под контролем. Ну-ка. Сейчас будет рубрика «Телепортация» с Эдгардом Запашным. Ну тогда и я не против. Давайте посмотрим, кто же сегодня окажется у него в гостях. Здравствуйте, дорогие друзья! Это наша постоянная рубрика «Телепортация с Эдгардом Запашным», где я в этой студии с известными белорусскими спортсменами обсуждаем, каким будет спорт в будущем, какие его перспективы. Ну а сегодня у меня в гостях человек, который по-настоящему погружен в виртуальный мир. Юрий Микульчик, многократный призер чемпионатов мира по таким играм, как Counter-Strike, Quake и Dota. Здравствуйте. Здравствуй, Агар. Ну, в процессе нашего интервью я бы хотел, чтобы VR-кафе «Телепорт» приготовила для нас что-нибудь вкусное. Вы не против? Нет, конечно. Скажите, мне правда очень интересно. Вот в 12 лет вы начали. Сейчас вы уже на тренерской должности. Мгм. Почему? Ну, скорее всего, я добился того, чего хотел, как игрок. Плюс в нашем спорте очень сильно влияет возраст. Если до 25-26 лет ты ничего не добиваешься, Ага. то вряд ли у тебя что-то получится дальше. У тебя появляются какие-то другие жизненные проблемы, дела, тебе нужно зарабатывать деньги, поэтому многие люди уходят, если ничего не добиваются до такого возраста. Если кто-то что-то добивается, то в дальнейшем у некоторых, которые становятся чемпионами мира, у них теряется мотивация. Они зарабатывают деньги, они продвигают какой-то свой бренд, какие-то организации делают, и сама игра для них становится не настолько интересной. А мне почему-то всегда казалось, что когда человек выходит в топ-уровень геймерства, да, если так правильно можно выразиться, то он становится автоматически богатым человеком, ему уже ничего не надо. Ну, не всегда так. Очень много разных киберспортивных игр на рынке существует, и в каждой игре разные призовые, разные зарплаты, поэтому смотря как и во что. Понятное дело, что самые популярные, самые высокооплачиваемые игры очень тяжело чего-то добиться и оставаться на вершине. А что значит быть тренером в виртуальном мире? А что вы объясняете своим спортсменам? Я тренер состава по Counter-Strike. Так, Counter-Strike — это командная игра, да. в которой нужна не только реакция, стрельба и какие-то механические действия человека, нужна голова и психология. То есть вы генерал? Не совсем генерал, то есть я помогаю ребятам в построении каких-то стратегий, психологии. На самом деле на профессиональном уровне психология занимает, наверное, больше 50% времени, которое должны профессиональные игроки уделять. Добиваешься какого-то определенного уровня, тебе нужно их просто поддерживать. Все остальное — это психология. Почему многим игрокам, которые могут сидеть дома в онлайне, тренироваться, играть на турнирах, у них все хорошо получается, как только они выезжают на киберспортивные какие-то мероприятия мировые, либо европейские, у них может там ничего не получиться, потому что все в голове. А травмы в киберспорте вообще возможно? Ну, понятное дело, это можно там просто где-то идти сломать руку, Да. и ты не сможешь играть. Но, например, если мы возьмем игру StarCraft, которая популярна в Корее, у игроков StarCraft распространенная проблема — это туннельный синдром. Заболевание сосудов в кисти руки. И игроки, некоторые вот корейские известные, даже заканчивали свои карьеры. Обычно восстановление это может идти полгода даже. Ну, играть с вами в Counter-Strike, я так понимаю, бесполезно. Я давно уже не игрок, поэтому, может быть, и есть смысл. Но я в любом случае хотел бы сделать определенный вызов вам в виртуальном мире. Вы не против? Да, конечно, давайте. Будем пробовать? Да, А проиграть не боитесь? буду счастлив. О как.
самое время защищать слабых. Потому что я надеюсь только на вас. Поехали. Так, ну что, вдвоем действуем, да? Ну, я думаю, да. Тут То есть это не как в прошлых играх. Это уже реалистичнее, ребят. Юра, что происходит? Чё... лифт ждем. Ага. Да как так-то, а? Готов. Я я вам клянусь, я играл много раз с людьми. У него уверенности больше, чем он наглец. Вот психологически подготовлен реально лучше, чем все остальные. Спокойно, хладнокровно, без эмоций. Это прям удовольствие с таким человеком вместе поиграть. Серьезно. Пока мы убивали ботов, стреляли, так сказать, VR-кафе «Телепорт» подготовил нам йогурт с гранолой и семенами чиа. Приятного аппетита. Спасибо. А вообще питаться для геймера – это важно? Важно. В моем понимании человек настолько погружен, у меня брат геймер, что он забывает позавтракать, пообедать, поужинать, просто забывает. Вот вы как тренер следите за этим? Когда ребята собираются на буткемпе, тренировочный лагерь, перед турнирами обычно, у них питание, как у нормальных спортсменов, как у нормальных людей, трехразовое. Перед важными играми какими-то, если в онлайне играется, то никакой тяжелой пищи, легкие салатики. И где-то так за час, за два до матча. Скажите, пожалуйста, ну а вообще погружение в виртуальный мир, оно должно быть как-то лимитировано? Вот своему ребенку, как вы построите виртуальный мир? Сколько ему можно, а сколько нельзя? Мой ребенок, если заинтересуется именно киберспортом, то у него будет больше времени, скорее всего, теоретической, с которой мы будем с ним общаться, в котором я буду рассказывать некоторые аспекты, как относиться к игре, как подходить, что нужно делать, что нельзя делать, как анализировать свои матчи. Все это будет, наверное, большее время проведения за компьютером, чем сама игра. Если же он не выберет путь киберспорта, то он будет играть. Пожалуйста, пускай играет. Я не буду ничем ему запрещать, если он, конечно, все сделает правильно, уроки сделает и будет себя хорошо вести. Юрий, ну а как вам сама игра? Вот это, то, что мы с вами, не сидели на месте, а ходили. Ваши ощущения? Мне понравилось. Как мне кажется, все VR-игры на данный момент пока в небольшом таком зародыше. Никто не знает, как это может выстрелить. Может на следующем году быть что-то нереальный вау-эффект, в котором даже все спортсмены будут уже просто находиться в какой-нибудь капсуле и бегать по виртуальному полю. Ну, честно, мне очень сильно понравилось. Но плюс, мне кажется, это очень классный тимбилдинг для команды. Дорогие друзья, я поднял вопрос отцов и детей в виртуальном мире. Вот такой профессионал сегодня был гостем в моей студии. Юрий Микульчик, многократный призер чемпионатов мира по таким известным играм, как Counter-Strike, Dota и Quake. Берегите себя, пускай у вас все будет хорошо. Не забывайте заниматься спортом. Это очень важно. Ну что ж, наш сегодняшний эфир завершается. Завтрашняя суббота рабочая, но я предлагаю не грустить по этому поводу, потому что вслед за ней же будет воскресенье. До свидания, до новых встреч. Пока-пока.